Доброй раніцы! У эфіры новая перадача беларускага тэлебачання. Кожны дзень у 7 гадзін раніцы мы будзем сустракацца з вами на гэтых тэлевізійных экранах і першымі сярод нашых супрацоўнікаў вітаць нашых любімых гледачоў. Такім чынам, у эфіры самая ранішняя з усіх ранішніх праграм Добрыя раніцы, Беларусь! Доброе утро, дорогие друзья! Вы знаете, сегодня такое хорошее светлое утро, такие красивые деревья, запорошенные снегом. И мне сразу почему-то всем вам захотелось пожелать вот такого же света в душе. Не только в этом году, но и в следующем году. З чаго пачаць раніцу? Мяркую, што гэта не пытанне, бо самая папулярная і непапулярная парада – ранішняя размінка. І нам бы вельмі хацелася б, каб гэтая самая размінка прыцягнула вашу увагу не толькі да нашых тэлевізійных экранаў, але і прымусіла крыху заняцца сабой. Такім чынам зараз ранішняя размінка ў праграме Добрай раніцы, Беларусь! Доброе утро! Клуб аэробики Грации рад приветствовать вас в новой программе белорусского телевидения «Доброе утро, Беларусь». Мы имеем честь выступать каждую неделю, каждое утро и видеть вас. Ну а сегодня наша утренняя разминка будет не совсем обычная. Я уверена, что в каждой второй семье есть проблемы с утренним пробуждением детей. Начинается все с будильника и ласковой просьбы подняться и умыться, а заканчивается, конечно же, холодной водой, стягиванием одеяла и еще лучше окриками. И в итоге потеря времени и потеря настроения. А что если включить веселую музыку и вместе с детьми выполнить 5-минутную разминку? Гарантируем вам хорошее настроение и сэкономленное время. Попробуйте. Сёння першы выхад нашага каналу ў эфір. Добрай раніцы, Беларусь! Гэта дзіця былой праграмы «Ранішні коктейль». Таму мы доўга спрачаліся, ад якіх рубрык «Ранішні коктейль» адмовіцца, а якія пакінуць. Адна рубрика, дарэчы, пра дзяцей, кажучы, не выклікала ніякіх сумненняў і спрэчак. Дзіцячая старонка абавязкова павінна быць у нашай ранішняй перадачы. Мы вырашылі зрабіць маленькі падарунак самым маленькім. І на працягу тыдня будзем паказваць мультфільм «12 месяцаў». Не ведаю, як для дзяцей, а для мяне гэта сапраўдны падарунак. Ну, а дарослыя, пакуль дзеці глядзяць мульцік, могуць адпачыць пасля ранішняй размінкі і прыгатаваць каву. Першая перадача новага цыкла – гэта, канешне ж, прадстаўленне новых рубрык, новых тэм. І нам бы вельмі хацелася б, каб вы з асаблівай увагай паглядзелі наступны сюжэт. Штодзень мы рыхтуем для вас своеасаблівы гістарычны каляндар, які мае назву «Дзень стагоддзя». У дзяржаўным архіве кінафотадакументаў ёсць кадры, якія знятыя 30, 40, 50 гадоў таму. Так што глядзіце уважліва і, магчыма, сярод наступных кадраў вы ўбачыце сваіх бацькоў, дзядоў альбо нават саміх сябе на дзесяткі гадоў маладзейшымі. Пішыце пісьма і тэлефануйце. І, мабыць, героі былых сюжэтаў стануць гасцямі праграмы «Добрай раніцы, Беларусь». Ну што ж, такім чынам рубрика «Дзень стагоддзя». С наступлением Нового года прибавляются и новые клопоты. Для новогоднего вечера треба и новые пластинки. Але не так-то легко выбрать их сирот такого множества. Наверное, в пути к нам мчится полным ходом, скоро скажем с Новым годом на часах 12 без 5. Новый год, он идет, он у самого... А в этом отделе командуют дети. Гэта ж для іх на ёлку трэба выбраць прыгожыя цацкі. Адсюль не выйдзеш без навагодняга падарунка. Якая жанчына не ўспомніць у праднавагоднія дні аб гэтых залах? Прыгажосць патрабуе цярпення. Трэба павіншаваць сваіх родных, блізкіх і знаёмых з наступаючым Новым годам, пожадать им счастья и здоровья. Новый год настает, Новым годом, новым счастьем. Примемчись вперед, старый год уже не в
улыбка признаки, который Новый год, новый летний С наступающим Новым годом! С новым счастьем, дорогие товарищи! Новым годом, новым счастьем! Новый год настает, с Новым годом, с новым счастьем. Мчит нас вперед, старый год уже не властен. Пусть кругом все поет и цветут улыбка признаки, который Новый год, новый летний веселится. Новый год настает, с Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, с новым счастьем. І так, той фрагмент, який зараз ми убачили, в некоторому сенсі дають паралель поміж тим, як рихтувалися наші з вами суайчыннікі до Нового году у былыя часы і як гэта робіцца зараз. Да наступнага нашага госця адзін з гэтых фрагментаў мае непасрэднае дачыненне, таму што зараз у нас у студыі аператар, кінадакументаліст Владимир Владимирович Ціслюк. Добрай раніцы. Доброй раницы. Я знаю, что один из этих фрагментов был снят вашим отцом еще в 40-х годах. И, в принципе, ну, как бы встает вопрос династий, да, киношных династий, трудовых, киношных кланов, как это выражается. Как вы относитесь к такому явлению в кино? Я думаю, что династия – это не самый худший вариант вообще в жизни. Мы же очень долгое время жили династиями столеваров, хлеборобов. В кинематографе много сейчас это практикуется, потому что, во-первых, это через кровь, через переживания, через то учение, которое нам давали наши отцы и окружение. Лично в 60-е годы у меня просто, так сказать, первый раз сказали, вот бери камеру, снимай и посмотрим, что из тебя получится. Я только 2 года работал на студии мальчишкой, снял, подсветил в ванне фильтром синим, вышла девушка из ванны, там реклама была бижутерии, у нее были синие ноги, да был большой хлоп. Ну, Но со временем это... Хороший выбор для начала съемок сразу. Да. Девушка в ванне. Вот. Да, это было неплохо. Может, с тех пор я и люблю документальное кино, что приходится часто снимать девушек. Ну, как это говорят, частенько дети бывают в тени славы своих родителей. Вас не смущала такая перспектива, когда вы начинали работать? Дело в том, что я ушел из дому. Где-то мне было лет 17 или 18. Я не хотел стоять за спиной своего отца, что мне говорили, вот, сын Ціслюка. Ушел и всю свою жизнь как-то старался построить на том, чтобы самому чего-то добиться. О каких-то результатах, я думаю, не мне судить. Если кто-то знаком с моим творчеством, они знают, сколько у меня призов и медалей, их очень много. И перевести все эти страницы дипломов в ВЕЦ, то это будет довольно объемный труд. Ну а в семье? Обычно, когда 2 человека одной профессии живут в семье, это уже большая трагедия для остальных. Как это переносилось? У нас в семье все были киношники. То есть трагедии не было? Трагедии не было. Отец киношник, его жена тоже работала в монтажном цехе. Моя жена и до сих пор работает в монтажном цехе. И вообще вся наша порода Ціслюков, и дети мои в кинематографе, и с другой стороны. Так что нам это очень все близко, приятно. Я думаю, что где-то лет 200 мы уже, если всех взять, суммировать, то 200 лет мы в кинематографе из тех 100, которые мы недавно отмечали. Так что, господа Ціслюки, а не Люмьеры, были родоначальниками кино, если так считать уже. Но идя, скажем так, по тем темам, которые вы освещали, через объектив вашей кинокамеры, это был, конечно же, я думаю, один из основных таких айсбергов в вашем творчестве, это спорт, не так ли? Более чем. Более чем. И что бы вы сейчас вот с особой теплотой вспомнили из тех событий, на которых приходилось работать?
Вы знаете, все фильмы в документальном кинематографе, в котором я принимал участие, они не так легко удавались. Во-первых, не каждый сценарий мог быть воплощен на экране. Но были случаи очень интересные. Допустим, вот я снимал фильм «Падай и подымаюсь». Вы можете себе представить, как снимать фильм «Падай и подымаюсь», если человек в кадре не упадет или там еще что-то. Это похоже на сам себе режиссер. Да. Ну, может быть, это в таком аспекте, извините, любительском. Но были вот, снимаешь там забег, наша девушка бежит через барьер, я говорил ей в кадре так: падай, падай, падай. И вдруг на каком третьем барьере она падала вообще. Может, какой-то импульс я передавал, так сказать, эти все вещи. Были другие фильмы. Сам один из таких моих первых фильмов, который был признан, это «Большая диагональ». Лидии Горбик, нашей гимнастки, и я тоже ее просил: ну ты стань чемпионкой, потому что ну что за фильм, если нету героини, которая стала чемпионкой Советского Союза. Был фильм «В атаке вся команда», когда я проездил с нашей командой буквально 1,5 круга. Много было всяких историй. Допустим, я не разрешал ребятам шампанского выпить, потому что говорю: я вырежу ваши эскадры, если вы будете там... Про «Динамо» в атаке вся команда? Да, в атаке вся команда. Не так далее, когда они стали чемпионами? В 1982 году. Они стали чемпионами. Я веду все к тому, что мои фильмы имеют какой-то, ну не знаю, что ли, героический финал. То есть все какие-то мои герои фильмов, они становились чемпионами Европы, мира. Ну, да, гандбол, пожалуйста, они стали чемпионами. Первые совершенно я снимал. Вот сейчас мы недавно снимали фильм «Увидеть победу». И были съемки в Италии. И все наши герои стали чемпионами Европы. Ну, я не знаю, это как это можно Чутье объяснить. Профессиональное какое-то, да? Вот как в казино. Сделал ставку, она сыграла. Может быть, да. Это таким образом все это... Но общий состав с чутьем, с людьми, везло ли вам в вашей карьере? Более чем. Каких людей бы вы Бог сейчас меня могли видел. вспомнить? Да Благодарностью. Ну, все мои герои в каждом фильме. Первый фильм о медведе. Я вспоминаю с удовольствием. Мы хорошо работаем, только стал чемпионом мира. Спартака Мироновича и всех ребят, которые там были. Малафеева. Женский баскетбол, который мы снимали вообще. Они проиграли, правда, в финале, но там было по другим вещам. Мы их просто, да, с Липским. И вот сейчас, вот я вспоминаю Бубина Володя, вообще без ног, обожженный, занимается штангой, просто уникальный человек. Сивакова, вот. То есть, я не знаю, на мой взгляд, все они заслуживают того, чтобы их помнили. Может, по этому поводу я их и снимал, что они были интересными, обаятельными, милыми, хотя у каждого была своя судьба, своя трагедия, может быть, даже. Сколько работ всего сейчас у вас на данный момент насчитывается? Я могу сказать, сколько мне лет, скорее, чем сколько у меня спортивных работ. Ну, может, 30, может, 40, а фильмов, может, 300, я так думаю. Много из них было заказных. Ну, все эти, это как бы документальные фильмы. Вот Это никогда не было документальные. соблазна попробовать себя в таком жанре, как художественный фильм? Попробовал оператором, чистым, и понял, что или хороший режиссер нужен, или вообще не заниматься художественным кинематографом, потому что мне как-то, может быть, не так везло с режиссерами, с которыми я работал, и, может быть, и сценарий был, и драматургия слабая. А вот что касается драматургии в последнем фильме, мысли рождались просто на ходу, понимаете? Вот я где-то вычитал, что Форд, у него конструкторы приходили и рисовали линию, потом приходил второй, третью линию, четвертую, и потом в конце дня рождалась схема будущего автомобиля. Здесь было то же самое. Появилась одна линия, потом вторая, она переходила, вот мне говорили, что этот фильм будет скоро на экране, и вот эта драматургия этого фильма через проезд героя на инвалидной коляске и на финал, который там происходит, это у нас просто в Вильнюсе эта идея появилась совершенно как-то необычно после шампанского, чего-то еще. Ну, может быть, не всегда нужно выпить, но иногда это, ну, если идет на пользу, так сказать, кинематографа, это... Не всегда вредит, скажем. Не всегда вредит. Фрейд об этом говорил, и очень хорошо.
что человек творческий не может прийти в 9 часов и до 17 что-то придумать. Должен быть какой-то толчок. Или он должен быть влюблен, или он должен у него появиться еще, там сказать, какие-то вещи, связанные с раздражителем его умственных, так сказать, этих клеток. Владимир Здесь было... глядя на нашу студию вокруг, да, все эти шарики, елочки, ну, естественно, сама атмосфера должна каким-то образом в заключении нашей с вами беседы подтолкнуть к новогодней тематике. Тем более, что вот всего ничего осталось до Нового года. Как для вас это вообще главный праздник в году, либо что-то есть поважнее? Это один из тех праздников официальных, которые наша семья всегда встречает зависимо от того, какой у нас год. Этот год у меня был, я считаю, удачный. Во-первых, я сделал одно из таких самых таких любимых тяжелых фильмов. Вот «Увидеть победу», которую я делал целый год. Есть работа у меня, у моей семьи. Вот. Как-то они все вместе, хотя их не было. И, конечно, еще и внучка родилась. Я думаю, что это очень удачный год, хоть и не високосный. И хотелось бы, чтобы у многих людей в будущем году было здоровье, была работа, рождались внучки или дети, и они были счастливы. Я думаю, наш народ этого заслуживает, при всем при том, что, я думаю, что вдоволь он уже натерпелся. Это не зависит от смены руководства. Просто, может быть, как-то белорусам в последнее время выпала какая-то такая доля долго терпеть и в итоге уже зваться, как сказал Янка Купала, людьми. Пожелаю им людьми зваться. Спасибо большое, с наступающими вас праздниками. Также. У нас в студии был Владимир Владимирович Цеслюк, кинооператор-документалист. Мы вернемся через несколько секунд. Сябры, я хочу сказать, что з моменту з'явлення нашої програми на екрані ми уже чекаємо ваших листов з водгуками. І раскрыем невялічкі секрет. Штодзень вам будзе давацца одно пытанне, неяк звязана з агульнай тэмай нашай праграмы. Адказ прымаецца па тэлефоне на працягу гадзіны пасля нашага эфіра. Нумар гэтага тэлефона 263 13 23, дарэчы, зараз перад вами. Нагадаю яшчэ раз, 263 13 23. Такім чынам, пытанне на сёння. Як называўся першы ў свеце кіначасопіс? Вядома ж, аўтара самага хуткага і правільнага адказа чакаюць прызы. Я Дед Мороз. Я кожны год прыношу вам падарункі, і не абы-якія, менавіта тыя, якія вы хочаце мець. Але зараз я хачу атрымаць падарункі ад вас. Лепшыя прывітанні ўсёй краіне з пажаданнем добрай раніцы або добрага дня. Але і тут вам, дарагія гледачы, вельмі пашанцавал, бо за самыя незвычайныя прывітанні вы атрымаеце немаленькі прыз, і аднойчы раніцай вас убачыць уся краіна. Чакаем вашых лістоў па адресу Мінск, Макаёнка 9, беларускае тэлебачанне, праграма «Добрай раніцы, Беларусь». Сёння на Беларуси чакаецца воблачнае надвор'е. Па большай частцы тэрыторыі туман, вецер слабы. На Брэшчыне каля нуля, часам ападкі слабы галалёд. На Віцебшчыне таксама каля нуля. Такое ж надвор'е чакаецца і ў Гродзенскай вобласці. У Гомелі 0+3, часам ападкі слабы галалёд. У Магілёве 0+2. У столице республики 0+2, часом опадки, слабый гололед.
мы працягваем нашу праграму прадстаўленнем новай рубрыкі. Наш карэспандэнт Андрэй Шлех сумесна з супрацоўнікамі Асацыяцыі насельніцтва за бяспеку рыхтуе серыю рэпартажаў, парады тым, хто хоча быць спакойным за сябе, сваё жыццё, сваіх блізкіх і сваё жыллё. Прытанне, паважаныя сябры. Магчыма, я не зусім звычайна выглядаю у такім распранутым выглядзе на 15-градусным марозе. Пры наяўнасці мае барды я вытрываю так, прыкладна 30 хвілін, а потым абавязкова захварэю. Але звярніце ўвагу вось сюды. Побач са мной стаіць прыгожая дзяўчына з маёй цёплай курткай, якая у крайнім выпадку мяне выратуе. Потым звярніце ўвагу вось сюды. Спецыяльна абучаны чалавек у крайнім жа выпадку выратуе мяне ўжо знутры. Потым звярніце ўвагу вон туды. Гэта паліклініка, калі стане зусім сур'ёзна, то там мяне выратуюць таксама. Як бачыце, я падрыхтаваўся да ўсякіх акалічнасцей. І хачу, каб вы былі гатовы да гэтага і таксама. Для гэтага існуе наша рубрыка «Школа выжывання» у нашым ранішнім канале. А пачнем мы з самага блізкага для вас, з вашага дома. Усе, відаць, добра памятаюць выразы. Дома і сцены дапамагаюць. У гасцях добра, а дома лепей. І нарэшце мой дом, мая крэпасць. Усе мы часцяком лічым, што зачыніўшы за сабой дзверы сваёй кватэры ці зашоўшы ў родны пад'езд, ужо знаходзішся ў бяспецы. Але нядобрая раўнадушная статыстыка гаворыць аб іншым. Павялічыліся кватэрныя кражы, напады ў пад'ездах і ліфтах, проста пад'езднае хуліганства. Ну дак як жа здабыць себе сапраўдні хатні спакой? Як тэатр пачынаецца з вешалкі, так і дом наш пачынаецца з уваходу ў пад'езд. Гэта і ёсць наша сённяшняя тэма. А вось і дом, у якім жыве наш эксперт Олег Ігорович Кузьмянкоў. Дарэчы, мы зараз і звернемся да яго з пытаннем, якія нас цікавяць. Якая самая, на ваш погляд, удалая оборона для подъездов? Какие яны бывают, обороны подъездов? Обороны подъездов бывают разные, начиная от простого кодового замка и кончая специальными диспетчерскими системами, которые позволяют общаться гостю дома с хозяином квартиры. Какие недохопы у этих? Ну, недохопы это не всем по карману, во-первых. А во-вторых, надежность их невысока. И в-третьих, не каждые жильцы реагируют однозначно. Некоторым они мешают, им трудно набрать соответствующий код, считают это естественной помехой и разрушают. Трудно запомнить. Да, и трудно запомнить, опять же, бывает 3 или 4 цифры. Вот у нас в нашем доме мы начинали с чего? Сделали сначала простейший кодовый замок. Первыми забастовали пенсионеры. Трудно было набирать для них эти коды. Они начали устанавливать всякие блокировки для того, чтобы дверь не захлопывалась. Но в конечном счете любители спиртного доломали этот замок. Потом мы организовали у себя дежурство. Определенное время, значит, с 11 вечера, с 23 до 2 часов ночи по очереди, по графику дежурили так на протяжении примерно полугода. Но это тоже мало что дало. Мы удостоверились, что все основные криминалы, если можно так сказать, происходили в дневное время. То есть, когда в основном народ отсутствует на работе. Собрались мы все вместе на собрание дома и порешили быть в службе привратника, либо консьержа. Полгода просуществовала эта служба. Сейчас вот, если будет возможность, мы покажем, что от нее осталось. И в основном из-за чего? Не из-за того, что люди не хотели. Наоборот, было все очень пристойно. Удивлялись даже наши гости. Спрашивали изумленно: это что, у вас совминовский дом? Было чисто в подъезде, тепло. Привратник выполнял свои надежные функции. Но, увы, финансирование, злополучное вот это финансирование. 7 тысяч не каждый мог платить в наше суровое время. Но мы полны оптимизма, верим, что рано или поздно служба консьержа-привратник вот в таких вот высотных домах, одноподъездных, она возродится. По нашим данным, уже есть в некоторых домах такие службы. И думаю, что этот пример был бы очень интересен и полезен. И если жильцы
каждого из подъездов дружны между собой и объединены единым желанием сохранить себя, свою квартиру, своих близких, конечно, кодовый замок, переговорное устройство – это достаточно реальная и недорогая вещь. Ну, все, поважаныя сябры, на сёння вы глядзелі нашу рубрику «Школа выжывання». З вами быў Андрей Шлех. Я павінен вам надаць. Вы заўсёды павінны быць гатовы да розных нежаканасцей. Есть выдатны спосаб захаваць сваё здароўе і адносіцца з павагай да здароўя іншых. І для гэтага, я думаю, зусім не трэба вучыцца мудрагелістым прыёмам усходняй медыцыны, а трэба толькі уважліва паслухаць парады нашага доктара. Доброе утро. Давайте вместе сегодня подумаем о том, как просыпаться красивой. Мне кажется, что есть одна общепринятая и страшная ошибка. Женщина, проснувшись, сразу бежит к зеркалу и на себя смотрит. И смотрит, что у нее прибавились новые седые волосы, у нее прибавились морщины под глазами, у нее портится настроение, и все остальное из рук вон плохо. Надо начать день совсем иначе. Вот давайте попробуем сделать так. Открыть глаза только для того, чтобы найти баночку с кремом. И крем этот должен быть увлажняющий. Вот есть общепринятое мнение, что наша кожа старится, потому что она теряет жир. Нет. Она прежде всего теряет влагу. И как это важно зимой. Батареи в стене – большая проблема. Батареи, которые пересушивают воздух, обязательно нужно увлажнять. Оставьте на батареях влажное полотенце. Принесите сушку с бельем в спальню на эту ночь, если вы выстирали белье. Поставьте увлажнитель воздуха. Придумайте что-нибудь. Но воздух должен быть влажным, достаточно влажным, сбалансированным. И вот, взяв эту капельку крема, еще лежа в постели, разнесите его по всему лицу и шее. Сделайте легкий самомассаж, поработайте на активных точечках на лице. Чуть-чуть помассируйте себя, именно прикладывая плотно руки к лицу. После этого вы встаете. Конечно, водные процедуры. И чем они дольше, чем они правильнее, тем лучше вы таки будете в конечном итоге выглядеть. Обязательно с утра стакан, если вы привыкли уже, ваш кишечник к этому привык, свежевыжатого сока. Первый подарок, который нам должны сделать на Новый год, мне кажется, это соковыжималка. Это лучший подарок для женщины. Итак, стакан сока. Опять после душа увлажняющий крем. Легкая гимнастика. И только после этого подойдите к зеркалу. Посмотрите на себя. Я вас уверяю, что вы будете замечательно выглядеть. Вы улыбнетесь себе, вы обрадуетесь этому эффекту. И начнете счастливый день. Но перед тем, как выйти на улицу, не нужно класть увлажняющий крем, особенно в морозный, холодный день. Вот сейчас очень важно положить защитный зимний крем. Он сбалансирован таким образом, что он имеет там специальные защитные ингредиенты, специальные жиры, витаминную фазу. И выйдя на улицу, ваша кожа будет защищена от мороза и ветра. И еще научитесь думать по-новому по отношению к декоративной косметике. Вы помните, сколько было разговоров о том, что портит она кожу? Нет, не портит. Она защищает кожу, и особенно в зимние дни. Положите крем-пудру, которая несет сегодня и питательные вещества, и защитные вещества, и новомодные липосомы и церамиды. Сегодня крем-пудра – это лечебный препарат. Положите рассыпную пудру, а потом декоративную косметику. И вот эта база у косметологов называется одеяло для кожи. Вы будете и хорошо выглядеть, и ваша кожа не будет страдать в холодный морозный день. Удачного вам дня! Памятаете, некогда была песня «Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог». Песня песню, але сапраўды, у кожным чалавеку дрэмлюць незлічоныя магчымасці. Недавно до нас прыйшло паведамленне аб тым, што беларускаму матэматыку Барысу Камракову уручаны унікальны медаль імя Лабачэўскага. Ён стаў 100-м лаўрэатам гэтай узнагароды, якая ўручаецца раз у год толькі аднаму матэматыку свету. Такім чынам Барыс папоўніў спіс лаўрэатаў, якім, дарэчы, такія славутыя матэматычныя імёны, як Гільберт, Вейль, Картан альбо Калмагору.
Мы віншуем наших землякам и для того, как постоянно рассказывать про досягнения белорусов, открываем новую рубрику «Книга Гиннеса Беларуси». Як уже неаднойчы казалі мае калегі-журналісты, багата на таленты беларуская зямля. Але ж толькі аднаму чалавеку прыйшоў у галаву гэтыя таленты сабраць і нейкім чынам сартыраваць. Не, это неправильно. Это не я, это один человек. Это коллектив. Коллектив. І гэтаму калектыву людзей з назвай Беларускі інстытут грамадскіх сувязяў Public Relations зараз прыходзіцца нялёгка. Ён узяў на сябе састаўленне будучай кнігі рэкордаў Беларусі, публікуючы ўрыўкі з яе ў аргументах і фактах. Кожны дзень прыходзяць літаральна цэлыя пакункі лістоў з самымі рознымі прапановамі і аповедамі пра ўжо здзейсненыя рэкорды ад нашых сайчыннікаў. Але ж які гонар, калі беларускі рэкорд трапляе і ў знакамітую кнігу рэкордаў Гіннеса. Адзін з апошніх і найбольш нашумелых – гэта піраміда спеўных крышак 35гадовага магілеўчаніна Александра Бендзікава, які ствараў свой, як бы мовілі мастакі, аб'ект на працягу 24 дзён за 520 гадзін. Хотел бы назвать параметры, которых, наверное, интересуют все. Значит, длина ребра пирамиды 4 метра 16 сантиметров. Высота примерно 90 сантиметров. Вес пирамиды 945 килограмм. Значит, количество крышечек 410 тысяч 40 штук. Это на 9045 штук больше, чем в предыдущем рекорде, который был установлен в городе Москва. І яшчэ крыху інфармацыі для цікаўных. На захадзе падчас падрыхтоўкі чарговага новага рэкорда для кнігі Гіннеса чалавек павінен разлічваць толькі на свае ўласныя намаганні, а не на дапаможцаў і спонсараў. Усё праходзіць даволі сціпла, а вынік фіксуе незалежная камісія. Нашы ж рэкорды маюць нацыянальныя рысы, шырокую душу і кола саўдзельнікаў. Тыя ж крышачкі былі прадстаўлены арэдным прадпрыемствам «Крыніца», а на прэс-канферэнцыі, як жартавалі журналісты, фатографаў і аператараў, было амаль столькі, колькі і крышачак. Але ж нацыянальныя асаблівасці не перашкодзілі незалежнай камісіі падпісаць абавязкова ў такіх выпадках пратакол. І аднім беларусам у кнізе рэкордаў Гіннеса стала больш. Чарга за наступнымі. Наши пожелания, конечно же, к нашим белорусским рекордсменам не только, чтобы было больше рекордов, но и чтобы было больше смелости заявить о себе и прислать нам письмо с описанием этого рекорда. Это может быть фотография, это может быть непосредственно сам рекорд, это может быть ваша видеокассета или просто телефонный звонок о том, что вы способны такое интересное сотворить для того, чтобы всем, кто окружает вас и нас, просто немножко стало интереснее жить на земле. Этого мы и желаем в новом году всем тем, кто не только устанавливает рекорды, но и кто пристально следит за тем, какой будет новый рекорд, новый и новый. Што патрэбна кожнаму з нас раніцай? Вядома ж, кубак араматнай кавы ці гарбаты, глыток свежага паветра, ласкавая усмешка блізкага чалавека і самае галоўнае – добры настрой. Усё гэта прапануе сваім гледачам новая рэспубліканская тэлепраграма «Добрай раніцы, Беларусь». Штодзённа, пачынаючы з 7 гадзін раніцы і амаль цэлую гадзіну, мы будзем сустракацца з вядомымі людзьмі, весці цікавыя размовы пра надзвычайныя адкрыцці, захапляльныя падарожжы, слухаць карысныя парады, прагнозы, анонсы, назіраць за падзеямі ў свеце, перагортваць незнаёмыя старонкі гісторыі нашай краіны, атрымоўваць толькі добрыя весткі. Добрай раніцы, Беларусь! Пачнем дзень разам. І яшчэ, для добрага настрою, памятайце, што кожную раніцу у вас будзе сустрэча з беларускім клубам вясёлых і знаходлівых. Кожную раніцу з вами будуць людзі, якія абралі стылем свайго жыцця аптымізм, гумар і усмешку. З намі вы ніколі не ўстанеце з левай нагі. Вы пачнеце дзень з добрым настроем. И вот мы перед вами, а кто
догадайтесь сами. Ведь нас совершенно свободно узнает кто угодно. Если вы на Мерседесе мчитесь со скоростью света, к вам подойдет добрый дядя и скажет: нельзя делать это. У нас есть чудо-машина с нежным названием Козлик. В него совершенно свободно вмещается кто угодно. И если вы после зарплаты идете неровной походкой, он вас подвезет охотно в просторные палаты. Вы нас где угодно найдете, ведь мы постоянно с вами. Когда хулиганить начнете, вы это поймете сами. Когда хулиганить начнете сами. Внимание! Передаю сигналы точного времени. Начало 6-го свистка соответствует 15 суткам свободного времени. Эх, стражи порядка, что ж за внешний вид такой? Так это же портрет нашей команды кисти великого мастера. Вы только посмотрите, как этот мастер меня нарисовал. Ну что ж, у матери природы красок на всех не хватило. Коллеги, так что ж мы за картина такая? Ну, я думаю, мы три богатыря. Ага, Маз, Белас и Горизонт. Да нет, я имел в виду Васнецова. А, ну у него тоже трое было. А я вот на вас посмотрел и вспомнил, что у них еще 3 лошади было. Зато нас на улицах узнают. Да ну. Да, вот вчера перехожу я улицу на красный свет, а мне какой-то болельщик в спину. Свистит. Наверное, автограф взять хотел. Ну так что, взял? Чтобы у тебя всю жизнь автографы на протоколах брали. Ну ладно, коллеги, милиция в КВН есть. Ну давайте КВН в милицию возьмем. Не надо! И так над нами все прикалываются. Вот на прошлой неделе вместо бронежилетов парашюты выдали. Ну и что? Ну, конная милиция приспособилась их выбрасывать в случаях экстренного торможения. Бедные лошади, теперь им приходится возить 2 тормоза. Да и вообще, потом бы пришлось переименовать КВН в МВД, Министерство веселых и доходчивых. Я представляю, как бы ОМОН в разминку играл. Ну и что же мы тогда за картина такая, а? Так мы же живая реклама белорусского шоу-бизнеса. Ну тогда давайте что-нибудь раскрутим. Давай. Например, новый диск Солодухи. Хорошо, пошел! Ах, класс! А я вот вчера девушку встретил. 90, 60, 90. Идеал. Нет, рост, вес, возраст. Ладно. Автора! Чё раскричались? Я их нарисовал, я их и подметул. Солнечный круг, ноги вокруг. Это картинка в плейбое. Только в плейбой мы не хотим. Нет там хороших картин. Пусть нас рисуют лучше в КВН, а без одежды нас и так оценят. Пусть будет много шуток в этот вечер. We wanna live in your dream. Dream. Я не ревную тебя. Наши фэны КВНа сегодня с нами здесь поют. Everybody smile with me and you. Взял билет, однако не в балет. На КВН ведь смех и шутки тут. And we love you. А мы опять играем в КВН. Прилетела амаль гадзіна і прилетів наш ефірний час. І настає хвилина развітвацца. Ведаеце што, давайте кожную раніцу сустракаць разам. Мы чакаем, безумоўна, вашых прапаноў наконт нашай праграмы. Чакаем вашых тэлефанаванняў і цікавых лістоў. Расказвайце пра самае цікавае, што адбывалася ці адбываецца ў вашым жыцці. Віншуйце сваіх родных і сяброў з выдатнымі падзеямі. І хай кожная раніца, якую мы сустрэнем разам у гэтай студыі, будзе добрай. Добрай раніцы, Беларусь. Добрай раніцы.